Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в это время в гастростудии ресторана «Мусхая» у наших друзей. И к нам сегодня пришел в гости мой друг Андрей Константинов. Андрей – технический директор строительно-архитектурной компании «Дом». Абсолютно. Андрюха, приветствую. Андрей, Петр, мы с ним дружим давно. Он, кстати, мой еще одноклубник по нашему замечательному клубу, охот-клубу «Кыман». Да, есть. Ты уже знаешь мою передачу, ты уже вообще знаешь, о чем будет идти речь, но нашим телезрителям наверняка интересно, что это такое мы собираемся сделать, да? Объясняю вкратце, и для тебя еще раз повторю, и для наших телезрителей. Наша передача с уклоном на кулинарность. Я приглашаю сюда гостей, своих друзей, знакомых. Вместе что-то готовим, иногда гость сам готовит, потом это пробуем и съедаем. Расскажи, пожалуйста, с чем ты к нам сегодня пришел? Ну, сегодня мы будем готовить с тобой бузы. Так. Ты, надеюсь, мне поможешь в этом деле, да? Постараюсь. Но будет у нас, как поведено, будет у нас с охотничьим уклоном. Угу. Вот, так как мы будем применять в качестве мяса сахатину, которую сами добыли, сами разделали и сами, как говорится, будем готовить. Ты и уже пробовать. специально подготовился к передаче, Да. с фаршем Да. пришел, да. Ну, чтобы не париться, все хорошо. Да. Уже фарш, все готово. Начинаем? Чоп-чоп, давай, приступаем. Я предлагаю тебе чуть-чуть поближе сюда прийти, чтобы, да, камеры там ты не выскальзывал. Так, в первую очередь, конечно же, тесто, да? Начинаем все с теста, да. Ага. То есть тесто у нас должно быть подготовлено, и потом как бы Будем лепить. немножечко постоять оно должно. Оно должно как бы оно должно должно себя привыкнуть, себя немножко прийти, да? должно расслабиться. А для телезрителей я объясняю, мне сегодня дали очень ответственное задание. Вручили руки камеры, пандемия идет, сами понимаете, рабочих рук не хватает. Вручили руки камеру и мне сказали тоже вот заодно снимать процесс, что там надо происходит. Чуть-чуть сахара. Сахара даже? Да, надо добавить? сахара. Так, интересненько. Сахар это тоже афродизиак хороший. Афродизиак, да, соли. Так, и нам нужна ложка Ложка или вилка. или вилка. Ну, мне кажется, вилка даже лучше подойдет. Да, вилка лучше И будет. мешаем. Чуть-чуть Водички. Смотри, Делаем. Учитывая то, что ты там без этих лишних движений все раз, все это сделал, ну, получается, что ты не первый раз это все готовишь. Да. Да. Слушай, ну, всегда интересно же, да, я вот тебе представил немножко, да, технический директор, да, ну, проектант, да. Ну, расскажи немножко о себе, нашим телезрителям наверняка интересно, да, кто ты такой, чьих будешь, где обучался, и вот почему именно этот род деятельности? Ну, так уж сложилось, да, вот как бы у меня, я учился в Иркутском политехе, закончил его по образованию инженер-строитель, первое образование, второе это я... Ну, я знаешь, кто еще там закончил это образование? Да, я вот к этому веду. Совсем недавно был гостем моим здесь, Дмитрий Викторович Бердников, мы не перестаем его... Да вы что? Да, он уже там же учился, по-моему. Ну, он закончил на 2 года раньше. Ага, но тоже меня. учился, я имею в Да, виду. учился. Так. Вот, закончили мы с один институт, практически учились на одном потоке, можно сказать. Вот. Почему такую учебу выбрал? Ну, так получилось вообще, что как бы у меня супруга... У многих 90-х всегда так спрашивают. Говорят, слушай, а почему... У меня первое образование физик, да, говорят. А ты почему физики пошел? Говорю, ну, блин, ну так получилось. Нет, так не получилось. Просто супруга, моя будущая супруга поступила в Иркутский политех, она закончила архитектор. Да, естественно. Так как я был молод, горяч и любил ее очень сильно, да, до сих пор люблю. Вот, я, конечно, помчался за ней, но так как я поступал, и места были только на строителей, я стал строителем. Так, решил. До сих пор не жалею об этом. Да. Радиолюбимый, хоть в огонь да вполыми, да, получается? Да. Ага. Вот, и так стал я строителем. Отучился? Отучился, приехал обратно в родной Якутск, устроился на завод АОДСК. Стал там работать по специальности. ДСК тогда вообще круто, да? Первые панели делает. Да, технологом в арматурном цехе. Проработал там 2 года. Затем пригласили меня работать в Минстрой, Министерство строительства.
и архитектуры. Работал там, заведовал как раз управлением строительных материалов. Было такое управление вот, по строительным материалам. И я там как бы работал, был начальником этого управления. Начальник управления строительных материалов. Да, работая в Минстрое, я, значит, еще в 2000 году участвовал в восстановлении города Ленска после наводнения. После наводнения, да. Вот. Ну, после этого я 5 лет проработал в Минстрое, затем меня пригласили в Сахаипотечное агентство, проработал там 5 лет. Затем поработал в администрации города Якутска, в управлении, в отделе наружной рекламы и контроля. Ну, а почему, чем связаны вот такие тук-тук-тук, ну хотя вроде как бы один вид деятельности, да, но в смысле смежные, скажем так, да? Ну да, они очень смежные, ну, видимо, хороший человек просто, да? везде зовут. Да, то есть ты не писал резюме, там, надоела эта работа, может другую поискать, тебя зовут, ты идешь? Да, зовут, я иду. Хорошо, я тебя один раз тоже позову, ты должен пойти. Вот ты меня позвал. Куда-нибудь. Я тебя позвал на передачу, ты пришел. Я вернулся, я пришел и буду... Ты такой, получается, такой хипарской этой, да, внутренней сущности, получается. Тебя зовут и говорят, ну давай, да. давай. Почему бы и нет? Да. Да. Любой, что говорят, любой кипиш, кроме голодовки. Что не относится к нашей передаче? Ну, помимо того, как бы в 2001 году я организовал свою фирму, вот АСК Дом, архитектурно-строительная компания, да, по проектированию. Среди малых предприятий мы получили самые первые лицензию «Газстрой» в России. Даже, кто лицензию имел, были пятыми только по республике. Ничего себе. Были там Якут-проект, Саха-проект, а я как малое предприятие получил самый первый. Вот. Ну, это как бы... Отступление небольшое. Да, небольшое отступление. Это то, чем ты гордишься, получается. Да. Ну, наверняка, правильно? Чем я горжусь. Сардана у меня тоже закончила как бы институт, когда устроил Саха-проект. Я ее уболтал, значит, сесть руководителем фирмы, так как госслужащему нельзя было это делать. Вот, и с тех пор она у меня сидит там и работает директором. Моим директором. То есть вы коллеги? Да, мы коллеги. Супруги уже больше 30 лет. Круто. Так, с тестом ты управляешься вообще знатно. Да. Тесто любит, когда его мнут. Слушай, насчет бутс, да, небольшое отступление. Скорее всего, это так совпало. Я, конечно, тебя позвал на передачу, да, но я же тебе не говорил, приготовь, пожалуйста, бузы. Нет. Когда ты сказал бузы, я так промолчал. Знаешь почему? Потому что бузы – мое любимое блюдо. Ну, значит, да вообще, я не знаю, но как так получается, да, вроде как мои родители в детстве готовили и все такое, это вообще родом из детства идет. Когда готовили бузы, ну, тяжело же все равно маме там что-то там специально ставить, такую позницу, которая вот такая, была такая, вот такая открываемая, да. Куда там миску ставить, кипятить, там, лепить. Ну, то есть трудоемко, я понимаю, да. А когда в деревне же все равно там коровы мычат, дети орут, все время надо что-то быстро делать. А тут, короче, это практически братичное блюдо, но мне очень нравилось именно что вот с бульоном. Первое, только надкус сделать, так, отпить, вот это, да. И для меня вот реально. Потом я съездил специально в Бурятию, посмотреть, что это такое. Вообще, ну, как бурятские бузы вообще считается, ну, как бы эталоном, да. Небольшое отступление. Вот в связи с этим вопрос. Какое твое любимое блюдо было в детстве и сейчас, и вообще меняются ли такие пристрастия сейчас вкусовые? Да, меняются, но детские все-таки в частности остаются. Как бы, была любимая вещь, это вот картошка-пюре, она до сих пор как бы... Вроде не затейливо, но... Если там говорят картошка-пюре, там я говорю, я картошку-пюре буду только. Это осталось. А бузы мы полюбили, конечно, с супругой совсем как бы недавно, лет 6, наверное, назад. И там такой интересный случай был, там немножко такой... Вот, да, касаясь этого, почему именно бузы, да, вот, давай, касаясь этого. Вот, и 6 лет назад у меня супруга такая утром проснулась 8 марта в 9 утра и говорит, ты же меня, говорит, все время, говорит, это уговариваешь, говорит, съездить в Монголию на машине. Он говорит, что, говорит, слово держишь или нет? Ничего себе. Такой пацанский. Да. Я спустился, значит, в гараж, заднее сиденье с машины снял, выбросил матрас, постелил туда надувной, бросил инструменты. Все, говорю, поехали, говорю, я готов. Карточка в кармане, говорю. Она тоже думала, что я шучу. Значит, там зубную щетку кинула, там
что-то полотенце кинул, там, сумочкой такой, положил, говорит, и поехали. Значит, мы в 9 утра выезжаем с Якутска, она думает, все, я шучу, едем, Алдан приехали. И это время, все это время она не верит? Но она не верит, она думает, ну, сейчас куда-то отвезу ее там, не знаю, там, на Курулур, да. И потом в Алдане такая говорит, ты серьезно едем, что ли? Я говорю, да. И тут приходит осознание того, что куда мы едем? Вообще, куда мы едем? Ни к кому мы едем? Кто нас встретит там? Что за страна? Пустят ли нас вообще там, да? Покуда заезжать? Да, покуда заезжать. Ну, думаю, ладно. Как обычно бывает, так телефон берешь, навигатор такой, плин, такой, маршрут такой, Монголия, плин, и поехали. Да. Ну, примерно так. Ну, примерно я понимал, куда надо ехать, в каком направлении. Ну, но понятно, надо же, в сторону Улан-Удэ. Да, ну надо же все равно куда-то приехать, кому-то приехать, чтобы тебя там встретили, там, по крайней мере, там, ну, вот, монгольский знать. Мы тут экстренная ситуация, естественно, шоковая ситуация для организма, для мозга, и мы начинаем судорожно вспоминать, да, а к кому же мы едем-то? Значит, сидели, вспоминали, и вспомнили, что наша тетка там, ну, ее тетя родная, да, любимая Альбина Борисова, наша вот оперная дива, да. Да ладно? Да. Она в Монголии? Она училась с монголами. Давно-давно, в Свердловской там институте, консерватории, да. Значит, мы звоним, говорим, вот мы едем в Монголию, да. Нужны явки и координаты твоих друзей. Явки, пароли, ну. Она, конечно, нам выдает, там это все, говорит, вас встретят, там все хорошо. Мы переправляемся уже там, когда Бурятия, потом Монголия, в Монголию заезжаем, а нас встречают там, да. Там. Первый то есть вы взяли эти загранпаспорта? Да, все взяли, конечно, да. То есть, ну, в шутку, но мы готовились. Нас встретил там первый космонавт Монголии. Ну, вообще вот такой человек, наверное. Да, потом дива народная, там тоже оперная, да, Монголии. Главный драматург Монголии. Ну, вообще, вот первые лица, чуть ли не президент. Вообще там полностью мы как у бога за пазухой жили, да. Вот. И они нас кормили бузами. Прям они готовят много-много буз. А обычно, как у нас пришел там, да, в столовую, там съел там 1-2 бузы, ну 3 бузы. Ну, крайне 4, да. Да, край 4, все, уже не лезет. Да. А тут сидишь и раз, вот тут прямо так славно идут, и тут штук по 10 ешь. И вообще, хоть пыхны. Опять походил, и еще там десяток запустил. И так нам эти бузы понравились. Да. И мы на следующий день пошли, значит, на базар их там, купили кастрюлю, бузоварку. Вот такую? Вот, это она и есть. Вот она и есть. Это она и есть. Значит, через 2 дня обратно выезжаем уже как бы в Россию, да, и нас на таможне потрошат. Ну, досмотр? Ну, досмотр с 3 часа. Ох! Раз, то, все смотрят. Говорят, зачем вы ездили в Монголию? Да, всего-то 2 дня, да? Да, мы говорим, ну как, отдохнуть, посмотреть, что за страна там, да? Что вы везете оттуда? И мы такие вытаскиваем эту бузоварку, говорю, бузоварку везем. Они говорят, да не может быть. Я говорю, серьезно, говорю, бузоварку везем. Да, думали, это контрабандисты. Да, думали. Раз так быстро, и как бы ничего нет, да? 3 часа нас досмотрели, а потом мы спросили, говорю, а что, вы думаете, что мы контрабандой занимаемся, что ли, да? Ну, очень странно, говорит, у нас таких случаев, говорит, ну, вообще не бывает. Говорит, на 2 дня приезжают, говорит, да, и с бузоваркой выезжают. Быстро, да? Да, а ночь, март месяц, все-таки холодно, да? И мы на границе стоим, я эту кастрюлю держу, да? И машину тут полностью потрошат, да? Мы такие приехали. Собаками? С собачкой, да, все. Мы потом приехали, все сказали, бузы это наше все. Вот такая у нас история с бузами была. Ну, то есть после этого как бы бузы стали семейным этим, да, получается? Да, семейным блюдом стали. Ну, есть, конечно, еще семейные блюда там. Ну, как бы бузы это одни из лучших наших, скажем, праздничных блюд. Так, что? Так, тесто готово. Да, его Оно должно чуть-чуть прийти, да? Да, чуть-чуть дойти. Постоять, расслабиться. Вот. Так, мы его в холодильничек, наверное, спрячем. Давай. Да? Быстро. В холодильник я аккуратно положу. И теперь... Сейчас мы приступаем... Немедленно? Да, немедленно приступаем к фаршу. Фарш уже, как ты сказал, готовый. Но я решил немножко внести изменения. Да, мы сами знаем, что сахатина довольно-таки специфичное блюдо. Да, она специфичная, ну, скажем так, суховатая может получиться. Суховатая, да. Может получиться. Вот. Поэтому мы все-таки сало добавляем, но я решил добавить шпик. Чтобы был дымок. Даже так. Вкус дымка. Чтобы вот так
Тонк, и вот там пунг-пунг, шип. Да, Ага. все-таки это охотничьи же Хорошо, блюда. давай. Так, вот поэтому добавляем обязательно Перцы. черный перец Ага. и соль. Соли Лук мы покромсаем позже, вот, и добавим, да? добавим. Вот, и мы добавим потом еще один ингредиент обязательный для этого блюда, потому что фарш он тоже должен немножко настояться, Так. все вкусы в себя вобрать, соль растаять, перец немножко отдать свой вкус. А мы лук добавим, он будет у нас мокренький, он поэтому быстро все отдаст. Мгм. Ничего страшного. Андрей, а у вас в семье вот обязанности готовки как распределяются? Я смотрю, ты ну, таким упоением рассказываешь, все там как будто все делаешь, да? Ну, у нас режим Я работы знаю, что и ты жизни очень любитель. сложный. Еще раз? Режим работы очень сложный, да, то есть мы приходим вечером в 6 часов, мы еще маленького ребеночка своего забираем, 10-летняя дочка у меня, вот, поэтому как только мы прибегаем, у меня жена сразу по дому, а то, что остается там, не входит в слово «дом», а входит в слово «кухня», ну, остается на мне. На тебе. Да. То есть вот как-то так вот сложилось. Ну, распределение такое. Ну, я и сам люблю готовить. Ну, я вижу, да. Что Я ты- вообще не строитель же чистой воды, я инженер, строитель, технолог. Меня учили готовить бетон, раствор, арматуру. Технологические процессы. Да. Что зачем должно идти, Да. чтобы получить некий результат? Да, то есть можно сказать, я технолог по пищевой промышленности тоже. Тоже. Да, Ну, то есть, как бы своим этим, да, по наитию нашел. да. Практическими этими своими занятиями, получается. Вот мама моя, тетя моя, они всегда учили меня готовить, так как на мне было очень много обязанностей по уходу за сестрой младшей, За уходом. за племянницами. А в советское время, сам знаешь, как родители уходили. Так, Еще темно, возвращались уже темно. да. Вот, поэтому как бы приходилось всему учиться потихонечку. И оно, видимо, переросло так в любовь маленечко. Так, теперь мы будем готовить лук. Резать лук, да? Да. Слушай, коснемся якутской кухни, да? Наверняка ты ее любишь, ну, это не секрет, да? А есть, как думаешь, есть какие-нибудь якутские блюда, ну, которые можно отнести так к высокой кухне, да? Так называемой. Ну, вот высокая кухня, я как бы понимаю, что это вот, если ее кушают во всем мире, Да. да, и уважают во всем мире, Мгм. да, ну вот кто бы догадывался, да, что наш мастер Дагыта, да, станет Когда-нибудь масс-рестлингом и будет во всем мире знаком Да. и любим. Шварценеггер будет. Да, и Шварценеггер будет это Да. все дело, да. Когда можно было такое подумать, ну? Вот. Кто думал, что наши ленские столбы, да, на которые мы смотрели как на скалы, да, Достоянием ЮНЕСКО станет. достоянием ЮНЕСКО станет. Это огромный труд людей, Мгм. да, которые все это продвигали, да. Если, думаю, мы какое-то блюдо возьмем, строганину, индигирку, да, вот все восхищаются этим, да, блюдом. Оно станет. Ну, может, оно будет не индигирка, да, а может будет по-другому называться. Ну пусть. Вот. Но Ну. это будет. И этим Ну. просто надо заниматься, и это будет Да, высокая ну вот кухня. как ты думаешь, что может стать, ну вот какое-то такое свое это внести? Я думаю, индигирка бы 100% стала бы. Стало бы. При должном день внимания. Да. Это очень такое блюдо, которое любят все. Ну, я бы назвал это так. Не оставляет равнодушным никого. Вот. Да, именно приезжих, да. Допустим, приехал кто-нибудь, индигирку попробовал, ну, пусть даже не понравилось, все равно он ее в шоке. Ну, то есть просто потому что сырое. Ну, условно так, да? Ну, сырой, вот, например, как бы оно приготовленное природой уже. Да. Вроде Вот как. доведено до такой стадии, да, что оно уже готовое. Его не надо готовить. Это лишнее вот что-то сделать с ним, пожарить его Взять. или сварить его, да. Это лишнее. Уже природа тебе сделала готовое блюдо. Да. Чуть-чуть соли и все. Да. Чуть-чуть соли, перца. И вот тебе готовое блюдо. А лука много надо? Нет, лука много не надо. Ну, разные рецепты я встречал, да, вот бус. Кто-то говорит 50 на 50 чуть ли не. Может быть. Может быть, да? Но мы же готовим охотничьи, и я не думаю, что на охоту много лука кто-то Да, берет. где, да. где ты, собственно, и возьмешь, да? Да. Ценность его и заключается, что его мало. Так, Так, дальше. теперь, что мы делаем? У нас холодильник работает, Да. это отлично. И теперь мы делаем следующим образом. Так, Тох.
А, ты берешь свою заготовочку? Да, свою заготовочку, мою, скажем так, ноу-хау, который я использую, да. Объясняй. Тебе, сразу. Объясняй телезрителям, да, что тебе, это такое? Тебе можно блендер? Блендер. Он уже подключенный у нас стоит. Тебе, Петр, раскалюсь и расскажу все полностью как своему другу. Это лед. Лед в качестве, скажем, вместо воды, вот, и бульона. Ну, воду добавляют для того, чтобы был бульон. Да, чтобы был бульон. Тем более сахатину, даже в говядину добавляют Да. для того, чтобы... А мы добавим лед. Потому что в этом случае мясо как бы оно не растекается и не дает тесту размякнуть. Оно уже в процессе варки лед тает, само по себе дойдет, да? и дает бульон. Так, аккуратно. Есть такой вот мое ноу-хау. Ага, толченый лед. Ну, я бы добавил, конечно, туда другого чего-нибудь. Ну, ладно. Сболтать и не смешивать. Болтать и не смешивать. Да-да-да. Получается, похоже на Маргариту. Хитро, короче. Мы оставим лед. Да. Там еще осталось у нас. Да-да-да. Чуть-чуть попозже, да? У нас осталось. Слушай, есть продукты, да, или какие-то блюда, без чего ты вообще не можешь обойтись? Ну, или ваша семья? Мясо и картошка. Мясо и картошка. Ну, мы как истинные саха, как бы без мяса жить не можем. Вот, и Ну, а картошка, потому что это пюре, да? потому что пюре. Абсолютно верно. Можно это в холодильник, в самое Холодильник пока холодное место. Да. оставим, да? Хорошо. Вот, Достаем тесто. тесно. Достаем тесто. Мне кажется, оно уже, смотрите, друзья, как оно выглядит у нас отличненько. Так. Скалочка. Ну, наверное, А вот понемножечку. давай на беленькую, да? Вот так? Да, наверное, этот, Поболее? чуть-чуть этот, не жадничая. А, ну, Так вот. пожалуйста, как хочешь. Хватит. Хватит. Так, ну мы практически всего уже проговорили. Про работу. Про работу. В чем заключается это, да? Ну, то есть ты проектант. Я знаю, что ты много чего проектировал. Ну, расскажи сам. Есть работы, которыми ты гордишься, там, Ну, вот особенно гордишься. из последних, скажем так, творческих работ наших, да, это круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Там, где выращивают огурцы, помидоры, Круглый год. петрушка, укроп. Укроп, да. Сейчас, говорят, начали выращивать клубнику. Ага. То есть вот все вот это Твоя фирма делала? мы разрабатывали, да, совместно с японской фирмой Hokkaido Corporation. Заказчиком у нас была администрация города Якутска. В то время работал Асен Сергеевич главой. Вот, и он как бы доверил нашей организации именно проектирование, вот этого объекта. Да. Но это же, ну, как бы мне назвать, да? Доселе невиданное. Или бывали такие, именно в таких климатических зонах, такие теплицы? Есть небольшие теплицы экспериментальные, да, вот Ну, в например? тех же Актемцах есть. Ну, Вот. экспериментальные, Экспериментальные, да. да. Экспериментальные, но Вот, а именно промышленная, она первая. первая промышленная. и- Ну, потому что, ну, объем вот это я смотрю, там, ну, я Такая- там внутрь не заходил, но я представляю, насколько это, ну. Там 3000 3 га, извиняюсь, 3 га пассивных площадей. Вот вся эта теплица занимает. И вообще она как бы в условиях крайнего севера, да, это вообще единственный экземпляр, который Ну, есть. я про это и говорю, да, что она чуть ли не первая. Да, это единственный. То есть был же шанс такой, что, ну, как, это же нужно круглогодично поддерживать и все такое, ну, то есть, мягко говоря, облажаться. Вообще, вот как бы нашу компанию заводят вещи, которые люди боятся проектировать. Вот степень автоматизации и степень, скажем, компьютеризации этой теплицы, да, он сравним, наверное, с космическим кораблем.
То есть там один компьютер. Вот поэтому, наверное, Хоккайдо, да? И в том числе Хоккайдо. Да, там компьютерная часть Хоккайдо. Да, японские технологии. Вот. И, естественно, там как бы руководит один компьютер, но руководит всей системой отопления, всей системой полива каждого растения в отдельности. Капельный полив, наверное, да. Да, капельный полив, вот правильно, да? Вот. Он руководит, когда надо что добавить, когда свет включить, сколько света включить. Все это руководит все компьютер. Системы энергосбережения, да, вот отопление, теплоизоляции, вентиляции, вентиляции. Все руководит один компьютер. То есть вот до такой степени это все автоматизировано. И это на якутской земле. Это на и якутской эксплуатируется. земле, да. Но Sayuri вообще когда запустилась? Sayuri запустилась 2 года назад. 2 года назад. Ну, то есть, получается, что учетом того, что она 2 зимы, мы знаем, что прошлая зима была, ну, мягко говоря, из ряда вон выходящие, минус 60 чуть ли не там по Якутску было, да. Ну, то есть, полет пока нормальный. Полет нормальный, вот, ну. Пока вот так, да? Все-таки, да. Ага. Вот. Урожай есть, ну, работает. победы, скажем так, на предприятии есть, предприятие развивается, и это очень хорошо. Но. Вот. То, что были применены там как бы материалы Японии, вот эта вот пленка, которая покрыта, да, это вот применялось вот когда в Китае была Олимпиада, и вот это вот гнездо, вот птички, гнездо, это вот из такого же материала сделано. Волода. Да. Ага. Вот. А как вообще приходит вот это понимание, да, ну, то есть... Давай. Понимание того, что, ну, вот, именно вот это использовать, вот это, да, ну, то есть, откуда это? Материалы же очень быстро меняются. Вот сейчас, раньше мы якуты строили, ну, прямо вот, и этим волбахом, короче, сделали, да, потом пришли русские, начали строить дома из бревен, а сейчас с чего только не строят, да, вот Бескуль недавно восстанавливали, вообще МХМ, говорят, какие-то там новые эти пошли. Вообще, вот, и выбор материалов и все прочее. Выбор материалов, технологий, конечно, вот ты абсолютно прав, да, очень разнообразен, да. Стал, да. Но. Вот, но это вот приходит, скажем так, по наитию, с опытом, да. Иной раз бывает, ночью спишь, такой, раз, так просыпайся, елки-палки, а так же нельзя делать, там, значит, быстренько пишешь по WhatsApp там своим этим работникам, вот так не делаем, делаем по-другому. Они говорят, Андрей Сергеевич, вы что, говорит, там, в 5 утра, говорит, что-то придумываете. Вот. Изучение опыта других организаций, изучение... Я почему все это дотошно так спрашиваю, да, ну, у нас регион, ну, да, ты лепи, а мне я еще съемку делать буду. Регион, ну, мягко говоря, климат такой, жесткий, да? Ну, то есть маленькая погрешность, маленькая что-нибудь недочет, ну, то есть все пойти может перекосяк. Ну, то есть зиму не выдержала, вот и все. Либо выселяйся, либо другое жилище ищи. Ну, здесь опыт, прежде всего опыт и нормативная база, которая на сегодняшний день разработана, она как бы позволяет работать и с новыми материалами. Вот, и со старыми материалами. Да, но новые материалы могут быть не изучены. Да, и почему вот эти так все под ковыркой, да? Потому что для меня самого, ну вот я головой не могу дойти. Ну, я знаю, что 15-сантиметровый брус должен выдержать вот это. Хотя и сейчас его вроде как. Дома люди строят, сразу начинают утеплением заниматься. Это еще такая, ну скажем так. Говорят, брус там немножко потрескавшийся и все такое. Ну, это энергосбережение, это же наш карман. Мы как бы... Если, например, платим 10 тысяч за неутепленный дом, а будем платить 5 тысяч. А почему бы и нет, да? Почему и нет? Посчитал, на сколько лет тебе осталось жить, примерно, и сэкономлю ли я, либо там просто отопление пожиже сделаю и все, да? Ну, потом как бы есть же экологические аспекты тоже. Сегодня, вот смотри, как уже погода меняется. Вот сейчас уже конец октября, да? Да, а у нас плюсовые температуры. Дожди идут, ну. Да. Что происходит, да? Экология меняется. Даже шуги нету на реке, говорят. И мы должны какую-то ответственность нести все равно перед нашими даже потомками, которые будут, да, что должны оставить хорошее что-то. Ну, хотя бы что-то, то, что было с нами. Но стремиться к этому. Фарш. Да, достаем фарш и начинаем не менее ответственный момент нашей работы — лепить бузы. Лепить бузы. Да. Ты делай, я посмотрю. Я знаю тоже, что я немножко умею, как делать, да. Я вот тебе уже упоминал, что я был в Бурятии, говорили,
сколько-то там конкретно должно быть защипов, чтобы 33 защипа. Да, 33 защипа, да, вот. Ну, 33, не знаю. Так, а это делается, Это вот, чтобы слепалось лучше. да, чтобы, Клейстер. скажем так, было герметично. Ну и поехали вот 33 защипа. Ну, не знаю, будет, будет, не будет, Не суть, да? не будет. Ну, это, видимо, все-таки женская вещь, 33-то. Не, ну на бузу похоже. На бузину. Так, берем вот эту штучку. Так, можно мне еще какую-то маленькую блюдечко? А вот же она. Это Это кончик макать. Вот здесь же хотели. Так, масло. так. Да. Как Ну, кончик, еще есть вот такой задницу. лайфхак, Ага, чтобы не прилипало, да? чтоб не залипало. Да. Залипало. Да. Тоже хитро. Вот так и Это положили. называется лайфхак. Ага. Ну давай, продолжай. Давай еще про работу. Мне бы интересно было услышать. Ну, по работу, да. Вообще, как бы мы занимаемся проектированием общественных зданий. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения. По объектам сельского хозяйства. Кстати, вот мы самые первые начали проектировать коровники с вольным выгулом коров, да. Вот. Это как? Это по голландской технологии. Вот. И мы работали с голландцами, с немцами по этой технологии, да. Вот, спроектировали несколько коровников таких. Тоже интересная работа была. Вот, то есть вот опыт именно работы, скажем, с синофирмами накопился достаточно большой. Вот, даже несмотря на то, что как бы языковые барьеры есть. У них есть чему учиться. Вот, мы постоянно как бы... У нас даже. Ну вот у иностранцев. А, в смысле, Да. вы у них, а не у вас. Ну, Да. Ага, так. Они удивляются и нашим технологиям, да, почему у нас дома на сваях стоят, все такое, да. Что такое, ну? Вот. И поэтому как бы обоюдное обучение, и мы учимся, и они учатся. Вот. Пищекомбинаты, вот проектирование тоже там с импортными технологиями связано. Тоже мы работаем до сих пор. Жилые дома, проектирование жилых домов тоже. Ну, в основном нас интересуют объекты, которые связаны с технологией. Вот. Это вот, почему-то нам интересно. Вот. То есть применением новых технологий, Да, да, новых когда вот технологий. меняется что-то такое, да? Да, что-то новое, современное применять, да. Вот. А когда глаз зашоривается же, когда постоянно одно и то же делаешь, уже как-то становится неинтересно, а когда вот раз такой вызов, а что это такое-то? Ну-ка, Ну-ка, что я это? попробую, Да-ка, да. ну-ка. Ну, то есть, получается, ты и на выставки ездишь, да, обучаешься все время, Да, получается. это Это же не прекращающийся процесс, Процесс. учитывая то, что, да, ну, материалы меняются, технологии меняются. процесс постоянный и очень интересный. Говорят, есть вот предыдущий гость был вот на передаче, рассказывал про какую-то германскую разработку 24 часа. Прямо вот готовое все. Есть такое? Ты слышал про это? Нет. Прямо там такие панели, раз, и 24 часа тебе возводят дом, где есть двери, окна, чуть ли не мебель. Ты заходишь, закладываешь в холодильник еду, стелишь постель и уже начинаешь жить. 24 часа. Ну вот быстро возводимому как бы объектам и жилью, да, отношение, конечно, это хорошо, это быстро, это можно сказать даже, ну, какую-то экономию в деньгах приносит, да, но учитывая то, что все-таки... А какое будет качество, да? Нет, не качество, да, а долговечность. То есть вот если даже мы по Борисовке смотрим, да, те объекты, которые построены там, да, по канадской технологии быстровозводимых домов, да, они на сегодняшний день в каком состоянии? То есть они уже, у них износ намного быстрее, если, например, мы чуть добавим средств, да, но построим это в камне, и это будет надолго и навечно, да, наверное, это будет правильнее. Ну, он больше там похож на вахтовый поселок. Да, Да. то есть вот Когда нужно было быстро и все наладить. Вот в чрезвычайной ситуации, да, вот как, например, вот
сейчас вот было, да, это да, это нужно, это необходимо использовать, да, а вот если это, скажем, наша повседневная жизнь, да, для школы строить из быстровозводимых, зачем? Ну да. Значит, Так, включаем. Вот эту, так, осторожно. Вот это и вот это. так, И ставим. ставим нашу монгольского друга. Да, монгольского друга уже посолили. Уже то есть сюда еще и соленая вода, Да, она сама по она себе. должна как бы немножко здесь вот пар солененький должен Чем-то быть. отличается вот эта монгольская штука от, ну, вот обычных этих? Моется Вот. легко и не ржавеет. Так. И легкая, И легкая. да. И дешевая, наверное, раз монгольская. Ну, сокроем. Сокровищ Да. стоимость. Вещь, она такая вот, у них это вот как бы в каждом доме есть, у них еще есть как бы помимо того и скороварки, то есть вот герметичные. Да. Вот. Ну, это как афганский казан, типа, да? Да, такую мы тоже хотели купить, но что-то в тот момент не нашли, поэтому ограничились мантоваркой. Как ты отдыхаешь? Ну вот кроме охоты. Я знаю, что ты охотник, рыбак, да? Вот семейный отдых. Как у вас вообще отдых происходит? Или его нету, может быть? Семейный отдых у нас на реке, у нас дача на реке, поэтому мы как бы... Не надо ничего. Да, не у надо нас ничего спустился, и мы уже в реке. В реке Лени купаемся, отдыхаем, ездим на острова, ягоды, сбор ягод, грибов. Это вот наше семейное. Вот. А лично мое это вот катание на мотоциклах. Я 2 года назад себе купил байк, вот, и Да ладно. теперь я байкер. Теперь ты байкер? Да. А какой, вот. что взял? Харли Дэвидсон взял. Да ладно. Да. Где ты его нашел? Да, у нас клуб, было 4 Харле, когда мы организовывались вот 2 года назад. Сегодня у нас 14 членов. Уже клуба. 14? 14 членов, да. Но еще вот Берников к нам присоединить будет 15. А он собирается? Ну не знаю, приглашай. Он же тоже на Харле ездит. Да ты что? Да. Я не знал. Это вот чисто для души, для... Ну, я так думаю, да, учитывая наше короткое лето и учитывая наши дожди, тяжеловато на мотоцикле, учитывая нашу грязь. Учитывая, скажем так, наше бескультурное вождение. Бескультурное вождение, учитывая наши дороги на мотоциклах, Да, да, особо дороги. не поездишься. Да. Да. Так, я включаю свою видеокамеру небольшую тоже. Ну, вода у нас вскипела. Уже Закладываем? там. Закладываем. Специальная такая штучка, да? Да. Оп, Всё. и у тебя вот так близко сниму. Дырочка сделана посередине, Опс. чтобы пар выходить. И засек время. Мне кажется, можно вот так, чтобы сильно не выкипало. Правильно? Можно. Так, Можно. сделаем этот быстренько. Леча? Лечо. Да. Где у нас этот? Вот эта штучка. Да. Так. И вот это. Давай помогу. Мелко, да? Нет. Вообще вот как бы чеснок, вот, он говорят, что полезен и убивает бактерии. Я как бы тоже к этому склоняюсь, поэтому ем его достаточно много. И всем советую, что вот, ну, как бы не зря Всегда же- советуют. Чеснок, если желудок выдерживает, то хоть сколько, ничего страшного не будет. Убивает все. Единственное, потом на переговоры ходить Да, на как-то переговоры ходить. Ну, вечером перед сном. На ужин. немножечко. Так, это- и зелень потом в конце, я так полагаю, да? Зелень, да. Просто покромсаем и посыпем. Это уже. Так. Опять-таки, это не то. Перчика. Перец черный. Как мы без него? Перчика добавили. Соли Соль от души добавляем. от души. Да, и чуть-чуть сахара. Чуть-чуть сахару. Всё. Так. То есть получается такая отжичка, да? Отжичка. Ага. В простонародье горлодер. Горлодер. Все, нам нужна посудка. Куда мы Все, мы это потом выложим. Ну что ж, Андрей, подошли мы к кульминации, к самому ответственному моменту. Я специально для этого случая включаю камеру, которую мне доверили. Ну и что? Наши 15 минут. Та-да!
Пэкс. Ну, выглядит вообще шикардосина. Так, тебе, наверное, тарелочку, да? Выключанто. Выключанто. Аккурантос. И доставантос. Аккуратно. Вот это с бульоном. Да, вот я ее возьму. Чуть-чуть она должна отстояться. И это с бульоном. Некоторые, скорее всего, чуть-чуть протекли, но ничего страшного, да? Не протекли? Все живые? Да, ну и давай положим так. И я сделаю фотографию, которую мне разрешается сделать. Зеленью. Посыпка, да? Ах ты, какой человек. Ага. Немножко плагиат, но ничего. Ну что, надо пробовать? Надо. Ну что, Андрюха, сервирована вообще у нас красотень, просто красотенская. Надо пробовать? Нужно пробовать. Нужно пробовать, да. Я даю тебе тарелочку. Да, камеру я отложу пока. Аккуратненько беру, который мне дал вот с бульончиком, да? И что? Ну что ж, пробуем. Бон аппетит. Чин-чин. Чин-чин. Вот. Ой. Как вот меня учили буряты кушать бузу. Это не специально уже, просто показал, что... Да, обязательно вот так, нужно вот так делать, смотри. Да. Надо делать, да. Ну, я не знаю, почему это делаешь. Получается. Здорово. Действительно очень вкусно, друзья. Смотрите, какие у нас бузы получились. А я возьму вилочку и положу себе горлодера, потому что, ну, у меня, смотри, тоже бульон. Да? Да. Красотит. Все-таки с сахатиной и с дымком он отдает. Чувствуется дымок? Угу. Который должно было зайти, вот так. Да. И сахатина ничем не хуже, а может даже и лучше, чем из говядины. Да, отлично. Да. Изысканно очень. Охотничьи якутские. Настоятельно рекомендуем. Будьте здоровы. Люди, наверное, смотрят и думают, ну вот хорошо живут же люди, да? А я хочу дать тебе слово, Андрюха, вот в эту камеру, пожалуйста, ты, пожелания нашим телезрителям. Дорогие телезрители, ну, очень рад был увидеться со своим другом Петром. Очень приятно было поделиться маленькими секретами своими. Пожелать вам счастья, удачи, любви, благосостояния и здоровья. Главное здоровье, любите себя, любите друзей, любите друг друга, жен, детей, будьте счастливы. А я, Андрей, хочу тебе еще раз огромную благодарность выразить от своего имени обязательно за то, что ты пришел, провел очень такую интересную беседу, рассказал о своей работе, о своих трудах. Ну вот за это вообще отдельная благодарность. Мы за кадру идем, обязательно все это докушаем, все это долепим и все это сделаем. Может быть, дальше еще куда-то дальше пойдем. А я на этом прощаюсь. Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», Якутия 24. Смотрите нас в субботу, воскресенье, 18:15, премьерные выпуски. А мы с тобой продолжаем дальше есть. И что вот это самое замечательное. Вообще, это